Инициативы партии КПРФ обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами Юнир Кутлугужин, первый секретарь Башкирского райкома партии КПРФ. Юнир Галимьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли на интервью. Давайте начнем с федеральной повестки. Состоялся 18-й съезд коммунистов, да, который провел Геннадий Зюганов. Какие основные вопросы рассматривались, какие установки даны? Во-первых, я хочу сказать, что я всегда готов к вашему зову и принять участие в вашей программе. 24 апреля состоялся 18-й съезд КПРФ, на котором мы заслушали политический отчет нашей партии за прошедшие 4 года. С докладом выступил Геннадий Андреевич Зюганов, и охарактеризовал он работу нашей партии не только за 4 года, а весь период 30 лет, как мы живем уже при капитализме. И как же? Было отмечено, что не все идет хорошо, поэтому наша партия конкретно выдвигает программу партии, как выйти из этого экономического и социального кризиса. И эта программа пойдет в основу нашей предвыборной работы перед выборами депутатов Государственной Думы. И надо сказать, что партия не только говорит и предлагает какие-то варианты, а на самом деле у нашей партии накопилось столько опыта работы, на которых можно бы равняться. Например, совхоз имени Ленина в Подмосковье, руководитель Грудинин Павел Николаевич, которого мы избирали в президенты Российской Федерации, с первого раза, конечно, не получилось. Также совхоз в Республике Марий-Эл, которым руководит Казанков Иван Иванович, тоже надо сказать, что не получая ни одной копейки у государства, его совхоз, скажем, платит в бюджет страны более 1 миллиарда рублей. Вот я, когда был у него в 2016 году, у него свинопоголовье в совхозе было чуть более 120 тысяч голов, а сегодня уже перевалило за 200 тысяч. Также он занимается производством молока, мяса. Построили свой мясокомбинат. Этим мясокомбинатом руководит его сын Сергей Казанков, депутат Государственной Думы. Он получил повышение квалификации в западных странах, и успешно они работают. Произведенную продукцию они реализовывают через свои торговые точки. В Марий-Эл, в Кировской области, в Татарстане. В Татарстане, я знаю, даже президент Республики Татарстан выделил 2 хозяйства под руководство Казанкова. Таким образом, эти народные предприятия, они на деле показывают, что и в условиях кризиса можно работать. Мы в республике тоже принимаем меры в этом направлении. У нас есть колхоз имени Ленина в Мишкинском районе. Пока есть трудности, также будем создавать в дальнейшем народные предприятия, которых мы будем морально, политически и юридически поддерживать. Я, пользуясь моментом, обращаюсь к правительству и Министерство сельского хозяйства, чтобы была оказана поддержка своевременным выделением сельхозугодий. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы наши вновь создаваемые хозяйства и фермерские хозяйства, чтобы они встали на ноги и приносили пользу нашей республике. На этом 18-м съезде мы переизбрали новый состав Центрального комитета. В этом составе от нашей республики избраны членами Центрального комитета Ющенко Александр Андреевич, Старов Вадим Николаевич и я,
а Галин Ильгам Юлюсович стал кандидатом в члены ЦК. Таким образом, мы увидели обновление президиума Центрального комитета. И надо отметить, что Афонин Юрий Вячеславович, который долгие годы курировал нашей республикой, избран первым заместителем председателя ЦК наряду с Мельниковым Иваном Ивановичем. Ну, кстати, он приезжал в Уфу и встречался с главой Башкортостана Радием Хабировым. Да, и наш депутат Госдумы Александр Андреевич Ющенко избран секретарем Центрального комитета. То есть наши товарищи растут на глазах, и думаем, что они принесут пользу не только нашей партии, но и стране. Юрий Галимьянович, за 30 лет вы сказали, что обсуждалось в динамике, как было все 30 лет. В самой партии КПРФ что-то изменилось? В самой партии мы укрепляемся, растем качественно и количественно. Надо сказать, что во всех регионах нашей страны есть у нас региональные отделения КПРФ. Если взять отдельно республиканскую партийную организацию нашей республики, то мы за эти годы выросли на 1000 с лишним коммунистов. То есть о нас говорили наши друзья в кавычках о том, что старая партия никуда не годится, туда-сюда. Наряду с естественным отходом мы даем плюс. Почти на 1/4 выросли. Это хороший показатель. Давайте перейдем. Идут молодые девушки, женщины. Это дает нам уверенность, что партия имеет свою перспективу на дальнейшее развитие. Давайте перейдем к повестке региональной, потому что времени остается очень мало. В Башкортостане вот заканчивается скоро весенняя сессия Государственного собрания Башкортостана. Вы, как депутат, принимаете участие практически в каждом заседании. Как вы оцениваете работу КПРФ? Вот за время весенней сессии все-таки вы боролись и с ситуацией по отоплению, поднимали ситуацию по коммунальным услугам. Да. Вот результаты какие свои основные видите? Я хочу сказать, что наша фракция в Государственном собрании укрепляем мои позиции. В эту весеннюю сессию руководителя нашей фракции, то есть меня, избрали членом президиума. Это тоже дает свои плюсы. Но в целом, если взять, она оказалась для нас плодотворной. Вы хорошо знаете закон, принятый о детях войны. Мы, конечно, с 2012 года этот законопроект предлагали, но из-за того, что мы не имеем большинства, не сумели принять этот закон. Я благодарю главу республики, правительство нашей республики за поддержку этого законопроекта. Но о том, что произошло, я уже в средствах массовой информации говорил, что наши коллеги из «Единой России» украли этот законопроект и был инициирован как ихний законопроект. Мы с этим не соглашаемся и дальше будем этот закон дорабатывать и сделаем все для того, чтобы наши избиратели, которые относятся к категории «дети войны», чтобы они улучшили свои жизненные условия. Надо сказать, что на сегодня, хотя и принят этот закон, пока еще вот по тем информациям, которыми я владею, этот законопроект еще не работает. Поэтому я направил депутатский запрос в правительство, какие меры принимаются и каким образом, чтобы этот закон работал. Раз мы приняли этот закон, люди должны увидеть плоды. Потому что дети войны, самому молодому дитё войны уже 76 лет. Поэтому очень мало их остается самих, и жизненный уровень надо подтянуть. Какие-то другие инициативы отметите? Хотел бы отметить такую инициативу, как мы на майском заседании принимали поправки в Конституцию Республики Башкортостан о выборах. Тоже мы увидели, что есть возможности еще дополнительно вносить поправки, потому что принятый закон на федеральном уровне
создает условия для дальнейших фальсификаций. Если мы будем проводить голосование в течение 3 дней и оставляем на откуп членов комиссии и властным органам, мы не доверяем. И поэтому депутаты Госсобрания Галин Ильгам Юлюсович, Чувилин Дмитрий Александрович и я, мы вносили, чтобы ежедневно после окончания времени голосования подсчитывались бюллетени как положено и потом уже передали на хранение в сейф. И после подсчета голосов в 3-й день подвели итоги. Ну, раз не получилось, мы это признаем, и я обращаюсь к нашим избирателям, чтобы они приняли самое активное участие на выборах своим голосованием, во-первых, и, во-вторых, помочь КПРФ и другим оппозиционным партиям установить жесткий контроль в период голосования всех этих 3 дней, чтобы ни одно голосование и подсчет голосов не проходило без нашего участия, без контроля со стороны народа. Спасибо вам большое, но я думаю, что выборы мы обязательно обсудим еще в следующих интервью, Юнир Галимьянович. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был первый секретарь Башкирского райкома КПРФ Юнир Кутлугужин. Мы говорили об инициативах коммунистов. Оставайтесь вместе с нами, не переключайтесь.